Так вот, я расскажу вам о жертвенности, о воинственности, о духе мужества, любви и высокой нравственности ахлю тасаввуф. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что когда в исламской истории были трудные времена, на страже защиты этой религии в разных веках были именно шейхи тариката и мюриды тариката. Начнем по личностям. Был такой шейх Сухраварди, шейх Сухравардийского тариката. Его мюриды и он сам охраняли границы халифата, исламского государства. Поклонялись денно и ношно. Дальше. Возьмем Наджмуддина Кубра, шейха тарикат. Когда Чингисхан со своим войском шел по исламским землям, он написал письмо Наджмуддину Кубра, чтобы тот покинул город, потому что он сейчас хочет туда напасть. Но Наджмуддин Кубра не послушался и шахидом умер в этом столкновении. Что касается Бейбарса, вы все знаете Бейбарс. Предисловие маленькое скажу. Когда войско Чингисхана продолжило свой путь завоевания по исламским землям, убивая мусульман беспощадно, они завоевали всю территорию от Средней Азии до Шама. Это был ключевой момент в истории ислама. Хулагу во главе с монгольским войском стоял на подступах к Египту, последняя цитадель исламского халифата. Дальше уже была Мекка и Медина. Было уничтожено десятки миллионов мусульман, перерезаны жестоко. Монгольская армия, перед которыми не устояли ни крестоносцы, ни православные страны, ни мусульманские, шла к своей цели – полное уничтожение ислама и исламского государства. И в этой битве при Анджалуте, султан Бейбарс, правитель Египта, уничтожил монголов. Монголы потерпели унизительное поражение, жестокое и унизительное. И дальше их погнал по Шаму. И, конечно же, после Бейбарса, и во время Бейбарса, и дальше уже исламская армия только наступала. Так вот, это один из героев исламской уммы, который сохранил ислам. По воле Аллаха, конечно. Он стал савабом, причиной могущества нашей религии. Так, султан Бейбарс был мюридом шейха Ахмада Бадави,